Беспрецедентный случай в организации административно-территориального устройства Ленского района. Жители Артанахаринского наслега в 5-й раз обратились в парламент региона с требованием принять закон о разграничении своей территории. Проще говоря, они хотят на законодательном уровне определить свои новые границы, ссылаясь на восстановление исторической справедливости и возврате принадлежащих им земель. Только вот площадь их постоянно меняется, и у жителей района возникает вопрос, зачем наслегу с населением менее 700 человек столько земли. В причинах пытались разобраться общественники района. Подробности далее. Инициатива жителей Артанахаринского наслега вызвала небывалый резонанс. Они хотят узаконить новые границы территории. А это 27,5 тысяч квадратных километров, то есть треть всего района. К тому же с расположенным на нем Чииндинским нефтегазоконденсатным месторождением. Вопрос давний. Впервые его подняли еще в 2004 году. Законопроект рассматривали в Ултумен уже 4 раза. И каждый раз жители просили отвести им все больше земли. Члены общественного совета района решили поставить точку в вопросе и пригласили за стол переговоров представителей общественности и муниципальных властей. На сегодняшний день считаем, что нужно нам ситуацию детально проанализировать, выявить законодательные моменты проведения этой процедуры, понять, какие последствия могут иметь для этого и бюджет республики, бюджет района, бюджет Артанахаринского наслега, изменения в социально-экономической программе Ленского района. Сами артанахаринцы совещание проигнорировали, но заседание все же состоялось. Свою точку зрения высказали общественные деятели республики и района, депутаты, старейшины, главы муниципалитетов и жители. Большинство выступили против новой инициативы. Мы в декабре месяце прошлого года, в 2018 году, ездили и задавали вопрос жителям наслега. А что вас в первую очередь все-таки интересует? Деньги или земля? То есть, что именно, за что, почему вы хотите именно 27 тысяч, почему не соглашаетесь с 12 тысячами километров? То есть там присутствуют как и водные ресурсы, и пастбища, и земли, где можно выращивать культуры. То есть ответ четкий мы не получили. Если законопроект одобрят, бюджет района потеряет налоговые поступления от недропользователя. В казну Артанахаринского наслега уйдут более 135 миллионов рублей. Как следствие, жители других наслегов недополучат от района средства на социально-экономическое развитие. И наверняка останутся недовольны разницей в доходах на душу населения. Сегодня он составляет почти 39,5 тысяч рублей, тогда как в Артанахаринском наслеге этот показатель может вырасти до 197 тысяч. Что это даст для района? Опять-таки, ничего. Абсолютно. Поднимаем бурю в стакане. И если сегодня проблемы, просьбу Артанахара удовлетворить, это что как? Какое-то отдельное перо из хвоста фазана выдернуть? Почему Артанахар вот так пойдет? А чем хуже талон, чем хуже Пеледуй? Поэтому мое предложение референдум провести, отклонить просьбу артанахаринских товарищей. Заседание прошло бурно, мнения были разные. В итоге решили, члены общественного совета совместно с районными депутатами в ближайшее время поедут в Артанахар для переговоров с жителями. Если договориться не удастся, депутаты инициируют проведение референдума. Только так, по их мнению, можно поставить точку в долгом противостоянии. Ведь год консолидации, объявленный главой Якутии, должен объединять, а не наоборот. Алла Авдеева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».